Новый спектакль «Осенняя скука» по Николаю Некрасову поставили в Русском драматическом театре. Эта премьера специально приурочена к 65-летию заслуженного артиста России Эдвардаса Купшиса, и режиссером-постановщиком спектакля стал другой, уже известный якутской публике литовец Линас Зайкаускас. Для него это уже 4-я постановка в Русском драматическом театре. 5 лет тому назад я познакомился со своим соотечественником, который здесь у вас живет, Эдвардасом Купшисом, как вы говорите, или как литовцы сказали бы, Купшисом. Понял, что это прекрасный актер, и когда мне предложили для него сделать спектакль на его юбилей, я предложил несколько вариантов, несколько разных пьес, но вот руководство театра выбрало именно эту пьесу. Я, конечно, согласился для Эдвардаса сделать вот такой подарок, поставить с ним спектакль, который очень тяжелый, потому что актер больше чем 1,5 часа не сходит со сцены, и от актера всегда требуется огромное мастерство, столько времени держать в напряжении публику. Известная тема лени и безделья доводится в этом спектакле водевиля до абсурда. Главный герой, помещик Лосуков, в исполнении Эдвардаса Купшиса не может решиться на какое-нибудь дело и, кажется, пребывает, как и все его имение, вместе с прислугой в состоянии летаргического сна. Тоска о труде, Боже мой, как она мне понятна. Вырисовывается картина захолустья, где время, вместе с ним и жизнь, как бы остановилась, и труд, об отсутствии которого страдает Лосуков, остается только страданием по нему, поскольку сложившийся порядок вещей переделать совершенно невозможно. И комические ситуации, сменяющие друг друга в спектакле, только усиливают ощущение бесконечной тоски. Водевиль Некрасова «Осенняя скука» — это из той серии, из того направления русской литературы, классической русской литературы, которая поднимала тему лени, или, как сейчас модно говорить, тему обломовщины. Это и Гончаров со своим Обломовым, это вот и Некрасов, это и Чехов со всеми своими пьесами, когда все говорят работать, 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 а так, по сути дела, никто этой работой не занимается, все на словах. В сценографии, над которой работала художник Маргарита Мисюкова, используется и видеоряд, в котором использована хроника советской эпохи с ее великими стройками и вместе с тем сброшенными и разрушенными домами. По замечанию режиссера спектакля, советская эпоха стала апофеозом той картины, которую нарисовал в своем произведении Некрасов. Никто не хотел работать, поэтому как-то мне кажется, что на тему обломовщины, как уже крайний какой-то показатель обломовщины, Советский Союз очень хорошо откладывается. В основных ролях в спектакле заняты артисты Дмитрий Юрченко и Дмитрий Трофимов, а для молодой артистки Ксении Кочневой роль домоправительницы Анисии стала первой большой ролью в театре. Еще в студенчестве я видела спектакли Линаса и все время хотела попасть, поработать с ним. Не знала, что приедет. Но мне его спектакли очень нравились. И вот приезжает, и вроде бы надежд нет, что он возьмет, что будет что-то. И вот все-таки взял меня, я безумно этому была рада. Потом в ходе работы я поняла, что это очень сложная роль. Было всякое. С трудом. Тяжело, конечно, потому что мастер это требует очень многого от артистов. Спектакль после премьерных показов откроет следующий театральный сезон. Сыта. Сыта.